Ответственность за расходы в ходе эвакуации может быть переложена на спасенных. Глава Якутии призвал охотников соблюдать меры безопасности. Пожертвования в больнице и нуждающимся нерюнгринцы возродили добрые традиции благотворительности. Онлайн-выпускной. Весь мир лишился последнего звонка, но не зрители НВК. Телекомпания решила поддержать выпускников. В эфире новости, в студии Юлия Великодная. В бассейнах рек Лена, Алдан и Амга работают 3 оперативные группы МЧС. Паводковая обстановка на реках Якутии развивается согласно прогнозов. Основное внимание ведомства сосредоточено на складывающейся обстановке в бассейне реки Лена. Сохраняется подтопление 52 приусадебных дачных участков микрорайона Даркылах, находящихся в пойменной части реки. Все превентивные и предупредительные мероприятия выполнены в полном объеме. Организована круглосуточная работа оперативного штаба. Нижняя кромка ледохода наблюдается в 5 километров ниже поселка Кангаласы. Уровень воды составляет 1006 сантиметров, при критической отметке 1000 сантиметров. Верхняя кромка ледохода у поселка Табага. Уровень воды составляет 961 сантиметров, при критическом 970 сантиметров. Наблюдается редкий ледоход. Ниже по течению у поселка Намцы уровень воды составляет 750 сантиметров, при критической отметке 950 сантиметров. Наблюдается подвижки. Протяженность ледохода составляет 56 километров. На Колыме вскрылась река. На территории Магаданской области наблюдается густой ледоход. Также осуществилось вскрытие правого притока реки Колыма у населенного пункта Березовка. На реках Яна и Индигиркала продолжаются процессы разрушения ледового покрова. На реках Алдан и Вилюи паводковая обстановка развивается без осложнений. Уровни воды ниже критических отметок. В ближайшие сутки 2 подтоплений населенных пунктов и объектов экономики не прогнозируется. Глава Якутии Айсан Николаев призвал охотников соблюдать меры безопасности в период весеннего половодья. В ходе традиционного брифинга он призвал якутян внимательно относиться к регулярным предупреждениям, которые рассылает МЧС. Ответственность за расходы бюджета, понесенные в ходе эвакуации нерадивых охотников, может быть переложена на спасенных. Мы вчера облетали, видели прямо вот брошенные уже на островах машины, из которых люди, судя по всему, эвакуировались достаточно быстро и так далее. Вот, конечно, таких вещей делать не надо. Так? Ну и подвергать свою жизнь опасности, рисковать ее, конечно, крайне неразумно. И надо понимать, что каждая эвакуация людей с островов, в первую очередь, еще раз говорю, охотников, это всегда достаточно большие расходы для бюджета. Аэролодка застряла в ледяных торосах между островами у столицы республики. На месте работают сотрудники ГИМС, сообщили в пресс-службе МЧС. Информация о пострадавших на 17:25 по якутскому времени не поступала. Паводковая ситуация в столице региона находится под контролем местных властей. Дмитрий Тымыров ознакомился с работой пунктов временного пребывания и узнал, сколько человек там находится. Пункты временной эвакуации населения сегодня открыты практически во всех микрорайонах Якутска, где сложилась сложная гидрологическая обстановка. Под пристальным вниманием службы спасения, МЧС и местных властей попали жители сел Тулагина, Капитоновка, Кангаласы, Пригородные, Даркылах, Хатасы и Табага. Так, минувшим днем из своих жилых территорий, которые попали под действие природной стихии, были эвакуированы люди из сел Кангаласы, Пригородные и Даркылаха. На территории микрорайона Кангаласы в период весеннего половодья по состоянию на 12 часов ночи 13 мая уровень воды составляет 992 сантиметра. В зону потопления попали у нас 8 дворовых территорий. По улице Набережная 21 попал жилой дом. В нем зарегистрировано 4 жителя, из них фактически проживает 1 человек. Мы произвели подворовый обход, всех предупредили об эвакуации, предложили развернуть пункт временного размещения. Но жители, которые прописаны у нас в зоне затопления, они предложили, чтобы перешли к своим родственникам.
Пункт временного размещения людей, который расположился в здании Якутского промышленного техникума в конце дня 13 мая, принял сразу 6 якутян, которые пострадали от природной стихии. Им оказались жители промышленного округа столицы. По состоянию на 2 часа ночи на 14 мая 2020 года подтоплено 52 дома. Из них 118 человек взрослого населения и 44 детей. В пункте временного размещения в промышленном техникуме зарегистрировано 6 человек, 3 детей. А вот в селе Пригородное пострадавшие от весеннего половодья, от размещения в пункте временной эвакуации отказались. Все они решили распределиться по своим родственникам. У нас подтоплено жилых домов 4 на территории Сот-Хачо, улица Хачо. В этих домах живут 7 человек, из них 1 ребенок. Непосредственно земельные участки, 22 земельных участка, это в селе Пригородное затоплены. Но не дома, именно просто земельные участки. А люди где размещены, собираются здесь размещаться? Дома, расположенные в Сот-Хачо, люди эвакуированы из своих затопленных домов, но эвакуироваться и в пункт временного размещения они желания не изъявляют. То есть они пока находятся возле своих домов, но пункт временного размещения у нас развернут, и мы готовы принять в любой момент население. Между тем, этой ночью в районе села Егейцы Намского района, где образовался затор на реке Лена, были проведены взрывные работы, что позволило снизить критические отметки в ряде подтопленных населенных пунктах городского округа города Якутска. Ситуация с паводком на территории столицы остается под контролем. Дмитрий Тымыров, Петр Шестаков, Якутск. Повышение уровня воды на Лене отмечается у столицы республики. На 15 часов по якутскому времени за час зафиксировано повышение на 2 сантиметра. Он составил 850 сантиметров при критической отметке 827 сантиметров. Ниже Якутска наблюдается затор. Как ранее мы сообщали, после подрыва в районе Кангаласского мыса начиналось постепенное снижение уровней воды в пригородах столицы республики. В настоящее время на территории Намского района продолжается режим повышенной готовности. Нижняя кромка ледохода наблюдается в пределах Намского улуса. В настоящее время оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям Намского улуса работает в селе Имаяхтах. В Хамустахском первом наслеге по автомобильной дороге Намцы-Едейцы размыта дорога. По последним данным, во втором Хамустахе уровень воды составляет 886 сантиметров, при критическом 876. Ночью подтопило 44 дворовых территорий, также интернат на 25 мест и котельная ЖКХ. Также размыты межпоселковые дороги в 3 участках. Летний отдых и оздоровление детей в республике планируют организовать в дистанционном формате. Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию по стране, не предполагается активный отдых и оздоровление в детских лагерях. Мы планируем иной формат отдыха в летний период, возможно, дистанционный. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя председателя правительства республики Сергей Местников. Окончательное решение будет озвучено позднее. Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию по стране, не предполагается какое-то активное оздоровление и отдых в детских лагерях, мы при этом планируем все-таки провести несколько иную форму отдыха и оздоровления детей в летний период этого года. Возможно, это также дистанционным путем. О решениях также мы сообщим дополнительно. Выпускники во всем мире лишились последнего звонка из-за пандемии. Национальная вещательная компания «Саха» решила поддержать учеников 11 классов и провести 31 мая онлайн-выпускной. В этот день мы проведем марафон видеопоздравлений. Для участия каждому классу нужно снять видео с рассказом о своем классе, планах на будущее, памятных моментах за время обучения в школе или пожелания другим выпускникам. Все поздравления будут размещены на специальной инстаграм-странице и показаны на республиканском телеканале. Видео принимаются до 27 мая на электронный адрес выпуск _ekt2020@mail.ru с указанием контактного номера. Требования для готовых роликов вы видите на своих экранах. Редакция оставляет за собой право не принимать ролики, если они не соответствуют требованиям.
Из-за того, что в Москве и Московской области 13 апреля был введен запрет на пользование услугами краткосрочного проката автомобилей, известного как каршеринг, сервис продолжает оставаться недоступным и машины простаивают. На видео, снятом с дрона в Новой Москве, сотни автомобилей припаркованы на стоянке одной из компаний, предоставляющих этот вид услуг. По информации мэрии Москвы, запрет обусловлен сложностью обеспечения безопасности пассажиров. В настоящее время ограничения продлены до конца мая. В дни пандемии нерюнгринцы возродили добрые традиции благотворительности, помогая друг другу искренне и бескорыстно. Поток добровольных пожертвований в первую очередь направлен в больницы, а также нуждающимся жителям района. Подробности у Екатерины Павловой. Да, старше 65, одиноко проживающие, если есть инвалидность, либо тяжелое заболевание и так далее. Штаб волонтеров в Нерюнгри усиленно работает с конца марта. Добровольцы всегда готовы прийти на помощь нерюнгринцам, находящимся сегодня на самоизоляции. Помощь у нас оказывается ежедневно, то есть у волонтеров выходных нет. Оформляются заявки у нас через единый колл-центр. Затем эти заявочки отрабатываются в течение дня. То есть мы обычно привозим помощь по заказам, которые делает у нас население Нерюнгринского района. Доставляются, значит, продукты доставляются, медикаменты, и выполняются услуги непосредственно, например, по выносу мусора, по оплате услуг ЖКХ. Вот чаще всего такого плана. Сегодня местные власти, предприниматели и организации за счет собственных средств подготовили и передают нуждающимся группам населения продуктовые наборы. Мы согласовали списки тех людей, которым необходимо предоставить эти наборы с отделом социальной защиты. То есть это было направлено, эти продуктовые наборы, в первую очередь инвалидам и многодетным семьям и нуждающимся людям, как называемым 65+. Я уверен, что именно вот наши такие совместные действия помогут нам в борьбе с данной коронавирусной инфекцией. Потому что в это тяжелое время, да, мы должны все объединить наши усилия для того, чтобы выйти из этого положения с достоинством. Швейная фабрика «Танас» за счет спонсорских средств ежедневно изготавливает защитные костюмы и маски для нерюнгринских медиков. Помимо этого, многие коллективы учебных заведений своими руками изготавливают защитные маски. Большую помощь больницам оказывают местные угледобывающие компании и другие организации. Так, врачи пополнили запас защитных комбинезонов, респираторов, кислородных редукторов и тонометров. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Не переключайтесь и будьте в курсе главных событий.